Вместо расписания уроков – расписание воздушных тревог. Сегодня мы расскажем о дневнике студентки Ленинградского театрального института Ксении Гаврилевой. В 1940 году 33 юноши и девушек из Якутии отправились учиться актерскому мастерству в город на Неве. На родину вернулось только 7 студийцев, среди них Ксения Гаврилева. Ее записи стали якутским дневником Тани Савичевой. И через его страницы мы попытаемся увидеть, как жила и умирала якутская студия в блокадном Ленинграде. За год до начала войны якутские абитуриенты, новоиспеченные студийцы одной из 3 национальных групп Ленинградского театрального, начали обучение. Довоенный город на Неве для ребят из Якутии был сказкой. В свободное от учебы время студенты пользовались любой возможностью приобщиться к культуре северной столицы. Очень много посещали театры, очень много участвовали в концертах. И преподаватель там, Липковская, она говорила, что мы их, вашу якутскую группу, не заставляли их и не просили, не вводили их за руку. Они сами ходили в музеи, сами в театр ходили очень много. И очень яркая группа была. К учебе ребята подходили с максимальной отдачей, сдавали этюды, встречались с известными уже артистами и режиссерами. Студийцы понимали, что они первые якутские артисты, и их оценки отражали уровень ответственности. И когда в июне, когда они уже сдавали, вот здесь, смотрите-ка, здесь зачетка, копия зачетки, все предметы отлично. И у всех почти студентов такое же было. Мама писала в своем дневнике, все сдавали почти. Отлично, на отлично и на хорошо. В конце 2-го семестра обучения началась война. В дневнике вместо оценок, зачетных этюдов и экскурсий, авианалеты, рытье противотанковых рвов и дежурство на крышах. В этот же день объявлено угрожающее положение по Ленинграду. И впервые слышим ВТ. ВТ – это воздушная тревога. У мамы есть листы, которые полностью заполнены с этими ВТ. Там написано не один, не 2, десятками ВТ в день. Большую часть мальчишек-студийцев призвали на фронт. Остались 3 Миш – Климантов, Ермолаев и Бурнашов. Они вместе с девушками встретили все тяготы блокады. И пока были силы, все студийцы продолжали учебу. Первой от голода и холода погибла Таня Монастырева. Потом смерть пришла за первым мальчиком, Мишей Климантовым. Утром в 6 часов 50 минут умер наш студент, друг Михаил Климантов. Прощай, Миша, наш дорогой товарищ. Вас никогда не забудет. Не будем забывать вашу доброту, цветущую молодость. Прощай, дорогой Миша, навсегда. В блокадном Ленинграде погибли все оставшиеся мальчишки. Из города зимой 42-го эвакуировали 8 оставшихся девушек. Домой вернулись только 7. 8-я, Дуся Самсонова, погибла в пути. Самолет сбили фашистские зенитки. Никто из студийцев так и не получил диплом, но в книгу памяти Ленинградского театрального института недоучившиеся студенты якутской национальной группы навечно вошли как выпускники военного 1942 года. Якутская группа была до того яркая, и такое впечатление оставила для преподавателей, для тех студентов. Хотя они не закончили, но их включили вот эту юбилейную книгу как выпускников. Блокадный дневник Ксении Гаврилевой – это страшный и правдивый артефакт войны. Холод, голод и смерть смотрят с его страниц. Но в то же время это доказательство мужества якутских студийцев, продолжавших обучение до самого конца. Если у вас есть письма и фотографии, реликвии войны ваших дедов и отцов, обратитесь в нашу редакцию и расскажите Якутии о своем герое.